кого мы начнем? Да, коллеги, наверное, я тогда начну, поскольку структура сегодняшнего вебинара такова, что сначала я расскажу еще раз представителям образовательных учреждений, что такое, в целом про предложение Microsoft, которое существует сейчас для образовательных учреждений, а Юлия, представитель компании Гендальф, расскажет чуть-чуть более подробно про логистику всех этих вещей, про то, как можно осуществить заказ, как это все происходит, что учреждение в итоге получает и как дальше с этим жить и работать, самое главное. Вот. Да, коллеги, тогда еще раз всем добрый день. Разрешите начать. Во-первых, хотел сказать большое спасибо Криро и Вячеславу Алексеевичу за то, что, собственно, организовали этот вебинар. Очень кратко сделаю вводную. В Республике Коми исторически соглашение на все учреждения приобреталось централизованно. Сначала это был ЦИТ, затем это было министерство, но вот, к сожалению, с этого года обязанность приобретения программного обеспечения была спущена непосредственно на муниципалитеты и на конкретное образовательное учреждение. В связи с этим возникает, как правило, проблемы такого плана, что образовательные учреждения, которые раньше никогда не касались вопроса лицензирования, встают в неком тупике, поскольку они не понимают, что это такое, с чего начать, как правильно действовать. Собственно, этому я и хотел посвятить сегодняшнее свое выступление. И начать я хотел с того, что Microsoft старается комплексно работать с системой образования, и это предложение состоит из них, можно разделить на три больших куска. Рассказывать я буду сегодня про все три. Конечно, упор я сделаю на лицензирование, поскольку это все-таки основная тема сегодняшнего разговора, но также захотелось бы затронуть подробно и все то, что мы предоставляем, кроме специальных условий на программное обеспечение. Итак, эти основные блоки – это в первую очередь специальные условия лицензирования для образовательных учреждений. Затем это методологическая поддержка педагогов, поскольку, как правило, после того, как учреждение приобретает что-то связанное с информационными технологиями, будь то программное обеспечение или аппаратное обеспечение, встает совершенно резонный вопрос на тему того, как это использовать, как это органично внедрить в образовательный процесс для того, чтобы получить максимальную эффективность, максимально использовать заложенный потенциал. И также я расскажу про технологическую поддержку учебного процесса. Это про те дополнительные сервисы и технологии, которые доступны образовательным учреждениям. Большинство из них доступно бесплатно, независимо от того, является ли учреждение подписчиком по какой-то программе лицензирования или нет. Просто один факт того, что это образовательное учреждение, уже дает право на использование ряда сервисов бесплатно. Итак, начать хочу с лицензирования. Начну с того, что для образовательных учреждений у компании Microsoft предусмотрены специальные программы, которые в чем-то повторяют то, что мы предлагаем для коммерческого сегмента, в чем-то отличаются. И начать хотелось с подробного разбора одного из наших базовых продуктов, это операционная система Windows. Сейчас на рынке поставляется OS Windows версии 10. Эта операционная система вышла 2 года назад, и сейчас компания придерживается такой политики, что, в общем-то, мы планируем максимально долго поддерживать эту операционную систему, постоянно обновляя и улучшая ее. Это будет происходить таким образом, что каждые полгода выходит большое обновление операционной системы, которое пользователи получают бесплатно. И, как правило, все эти обновления существенно расширяют функционал операционной системы. Windows в настоящее время существует в 4 редакциях.
Это домашняя, которая предназначена для домашних пользователей ПК, соответственно, там ограничены возможности, связанные с сетевым окружением, с централизованным управлением и со всем тем, что часто как раз нужно в организациях. Далее идет Windows профессиональная. Это версия, уже предназначенная для компаний. И в этой версии полностью реализованы функции, связанные с сетями и с централизованным управлением. А дальше хотелось бы как раз чуть-чуть подробнее, поскольку существует еще версия корпоративная. Это наиболее полная версия операционной системы Windows, которая включает в себя массу возможностей касаемо безопасности данных, централизованного управления и многое то, что как раз нужно в крупных организациях. И буквально год назад появилась еще версия Windows 10 Education. Это фактически вариант корпоративный Windows, но для учебных заведений. Из корпоративной версии эта версия унаследовала самый полный функционал, но помимо всего прочего, туда добавились еще несколько специальных функций, которые необходимы как раз для образовательных учреждений. И этих функций ни в одной другой редакции Windows больше нет. Просто в качестве примера можно привести функцию Take a Test. Это специальный режим операционной системы для проведения тестирования в классе, который позволяет на компьютерах учеников на время тестирования отключать доступ ко всем функциям системы, кроме режима тестирования. Существует несколько вариантов приобретения операционной системы Windows, и хотелось тоже вот это подробно сейчас осветить, поскольку важный вопрос, который часто вызывает некое недопонимание. Windows может быть приобретен в следующих каналах поставки. Это либо предустановленная на компьютер операционная система, это та операционная система, которую на компьютер устанавливает изначально сборщик. Это может быть либо установка сразу на заводе, если это какой-то крупный сборщик, либо, если это местный локальный сборщик, они устанавливают на собственном складе. По данной программе поставляется Windows домашний, Windows Professional. Важный момент здесь это то, что никаких скидок на данную операционную систему для образовательных учреждений нет. И поддержку полностью осуществляет производитель либо сборщик операционной системы. Далее существует коробочный продукт, коробочная поставка. Там также поставляются версии домашняя либо Professional. Этот вариант поставки обычно продается просто в магазинах. Он наиболее дорогой, но от предустановленной версии его отличает то, что он не привязывается к конкретному железу и может быть переставлен с одного компьютера на другой. Также последний год появилась электронная версия. Это фактически аналог коробочного продукта, просто вам больше необходимо хранить эту коробку у себя где-то там на складе, либо дома, и приобретается она электронно. И последний канал поставки – это корпоративные программы лицензирования, как раз по которым поставляются лицензии Professional, корпоративные и образовательные. У корпоративного канала существует два ключевых, наверное, отличия от всего остального. Во-первых, здесь есть скидки для образовательных учреждений, поскольку это именные лицензии, и они оформляются на конкретное учреждение. И второй важный момент – это то, что по корпоративным программам нет полных версий операционных систем, а есть только апгрейд, то есть обновление с какой-то базовой операционки. То есть подразумевается, что организация изначально покупала компьютер с некой операционной системой, и сейчас планируется просто модернизация до профессиональной либо education версии. Коллеги, вот здесь пишут, что звука нет. Есть звук, слышно хорошо. То есть все-таки это, значит, какая-то единичная проблема. Надо перезапустить вам, коллеги. Но видеозапись будет в любом случае. Вот.
Значит, то есть основные отличия корпоративных программ это то, что по ним существуют скидки для образовательных учреждений и то, что они требуют наличия базовой операционной системы на компьютере. Базовой операционной системой может являться любая предыдущая или менее функциональная версия Windows, начиная с Windows XP, которая приобреталась либо в виде OEM-лицензии, либо в виде коробочного продукта. Также базовой может являться macOS, то есть все последние версии Windows можно устанавливать на компьютер Macintosh, и ничего в качестве подложки здесь использовать уже не нужно, достаточно, чтобы там была macOS. И третий вариант, это для случая, если компьютер приобретался без предустановленной операционной системы, это так называемая легализация. Это предложение специально для образовательного сегмента, для коммерческого сегмента оно не предусмотрено. Оно по стоимости примерно соответствует OEM-лицензии и значительно дешевле, чем лицензия коробочная. Ну вот теперь хотелось бы перейти к тем типам соглашений, которые существуют для образовательных учреждений. Это, условно, их можно разделить на два типа. Это бессрочная лицензия, либо подписка годичная. Повторяюсь, важный момент это то, что по и тому и другому типу лицензирования поставляется только апгрейд операционной системы, то есть требуется наличие некого базового комплекта на компьютере для того, чтобы использование Windows было полностью легальным. Какие условия включает в себя бессрочные лицензии? Ну, как видно из названия, это то, что заказчик, покупатель получает неограниченное по времени право использования программного обеспечения, и фактически ограничивается это, срок службы ПО только его моральным устареванием. Приобретается лицензия на конкретную версию продукта, и если нет никаких дополнительных закупок, то, например, если вы купили версию Office 2016, то при выходе при выходе более новых версий продукта вы их не получаете. Лицензируется только используемое ПО. Что это значит? Это значит, что если вы планируете использовать, например, пакет Microsoft Office только на 10 компьютерах в организации, а остальные 10 компьютеров в организации Office использоваться не будет, то необходимо купить лицензию только на те 10 машин, на которых Office будет использоваться. Следующий важный момент – это то, что использовать программное обеспечение можно только после покупки лицензии. То есть сначала лицензия приобретается, потом можно использовать это ПО. Тогда это использование будет юридически легальным. Цена, если сравнивать с аналогичным предложением для коммерческого сегмента, для разных продуктов отличается, но в среднем она где-то в 10 раз дешевле, чем лицензии коммерческие. И повторяюсь, что наличие базовой операционной системы требуется для всех компьютеров, на которых будет устанавливаться операционная система Windows. Какие основные минусы данного типа лицензий? Изначально бессрочные лицензии, данный тип лицензирования создавался для небольших организаций, и отсюда вытекают основные минусы. То есть это сложность учета, поскольку необходимо постоянно вести учет установленного и используемого ПО, учитывая различные редакции версии. Поэтому если в учреждении регулярно происходят какие-то закупки или обновления, то это все необходимо постоянно учитывать и вовремя закупать лицензии. И также повторяю, что если планируется, допустим, ввести какой-то учебный класс к началу учебного года, то лицензии для этих продуктов должны быть куплены предварительно. Юридические риски. В случае любой проверки необходимо предоставить бухгалтерские документы, подтверждающие легальность приобретения
этих лицензий. И зачастую, поскольку обновление парка может происходить не очень часто, а зачастую компьютеры могут какие-то старые служить довольно долго, это означает, что в случае проверки вам необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность приобретения тех или иных лицензий, например, 10 лет назад или 5 лет назад. Часто бывает такая проблема, что лицензия оформляется на конкретного системного администратора, и после того, как системный администратор, допустим, покидает учреждение, то очень сложно понять, какие же ключи у школы есть. Ну и еще один минус – это разнородная среда, поскольку, как я говорил, лицензия позволяет использовать только ту версию продукта, на которую она была куплена, и там, если часть компьютера была лицензирована 5 лет назад, а часть лицензирована сейчас, то вы не сможете использовать актуальные версии ПО на всех своих компьютерах, поскольку старые лицензии этого не подразумевают и не позволяют. И, соответственно, получается, что учреждение вынуждено либо использовать устаревшие версии продукта на всех своих компьютерах, либо допускать различные интерфейсы в различных классах, в различных кабинетах. Это означает, что и учителя, и ученики, им необходимо приспосабливаться к разным версиям операционной системы. Это означает написание различных методических материалов, поскольку интерфейс визуально может отличаться и функции могут отличаться. Теперь перейду к подписке, которая называется, в русском варианте она называется «Первая помощь». Это продолжение федеральной программы, которая была запущена еще в 2007 году. Основные условия данного соглашения – это то, что, как я сказал, это годичная подписка, и действует она строго с 1 января по 31 декабря, то есть в рамках календарного года. Лицензии предоставляют право использования как предыдущих, так текущих, так и новых версий продукта, которые выйдут в течение срока действия. Важный момент, что лицензируется весь парк ПК. То есть в годовщину соглашения, к 1 января, например, учреждение считает количество персональных компьютеров у себя на балансе, и ровно на это количество компьютеров закупаются лицензии. Но здесь и важный момент возникает, что если учреждение докупает какие-то компьютеры в течение учебного года, то оно автоматически может использовать на нем уже купленное ПО, а оплачивать это будет необходимо только в годовщину соглашения. К примеру, если 1 января в учреждении было 100 компьютеров, а, допустим, в марте купили еще 50, то до конца соглашения, то есть до 31 декабря, ничего оплачивать не нужно, и можно все ПО использовать совершенно легально на 150 компьютерах. То есть это тот момент, которого нету по умолчанию в бессрочных лицензиях, но который значительно упрощает и процесс бюджетирования, и процесс учета лицензий. Если сравнивать с аналогичным комплектом лицензий коммерческих, то здесь стоимость еще ниже, то есть по сравнению с коммерческими лицензиями, здесь, наверное, стоимость практически в 100 раз может быть дешевле. Еще одна важная особенность – это то, что у пользователей соглашения «Первая помощь», у учреждений, которые являются пользователями соглашения «Первая помощь», есть право выдавать пакет Office 365 Pro Plus для использования на домашних компьютерах сотрудников и учеников без какой-то дополнительной оплаты. То есть это функция, которая уже включена в соглашение. Что это означает? Это означает, что учреждение предоставляет всем своим сотрудникам и ученикам возможность работать на тех же офисных продуктах, на которых они работают в учреждении. И здесь сразу нивелируются те проблемы, что если какой-то тип домашних заданий задается с использованием персонального компьютера, то, например, у ученика может не быть соответствующей версии ПО дома. Здесь учреждение дает эту возможность совершенно бесплатно и тем самым расширяя диапазон возможности применения ПО в учебном процессе. И последний важный момент – это то, что
базовая операционная система в данном случае нужна только для компьютеров, которые появились в учреждениях, начиная с 2011 года. Почему это происходит? Как я говорил с самого начала, эта программа, это своего рода наследник федеральной программы «Первая помощь», которая была запущена в 2007 году, и до 2010 года она оплачивалась Федеральным министерством образования, то есть фактически лицензии были приобретены на всю страну. И ровно в тот момент была достигнута договоренность, что для тех учреждений, которые продолжают пользоваться лицензиями по данной подписке, то есть продлевают свое участие, нет необходимости дополнительно лицензировать базовыми операционными системами те компьютеры, которые были на балансе до 2011 года. Из условий этой подписки, собственно, возникают основные ее плюсы. Это то, что значительно упрощается учет, поскольку администраторам необходимо всего раз в году проводить подсчет количества персональных компьютеров в организации, а в течение года они могут устанавливать имеющиеся ПО на все вновь приобретенные компьютеры без каких-то там дополнительных действий предварительных. Снижаются значительно юридические риски, поскольку, как я сразу сказал, это соглашение, которое покрывает весь парк компьютеров, то в случае любой проверки вам нужно показать всего лишь один комплект документов, показывающий, что, допустим, на 1 января был лицензирован весь парк ПК, и эти лицензии действуют в течение календарного года. Соответственно, если какие-то компьютеры были куплены давно, там, не знаю, 5-10 лет назад, то этой проблемы все равно существует, поскольку учреждение каждый год продляет участие в данной подписке, и фактически необходимо иметь только один, самый последний, самый актуальный экземпляр бухгалтерских документов. То же касается и возможности смены администраторов соглашения, поскольку раз в год при продлении соглашения происходит актуализация администратора, и, как правило, текущий администратор имеет доступ ко всем текущим своим лицензиям. Ну и последнее – это однородная среда, поскольку, как я говорил, подписка «Первая помощь» позволяет использовать версии ПО и предыдущие, и текущие, и те, которые выходят в течение срока соглашения. Это означает, что учреждение может само выбирать, какие версии оно будет использовать. Оно ничем не ограничено, и если, допустим, администрация решает, что на всех компьютерах мы будем использовать Office 2016, то без проблем это реализуется. То же самое касается операционных систем. Вот. Ну и как я говорил, что все пользователи в результате могут работать в одном интерфейсе на любом ПК в организации, а также на домашних ПК, если учреждение выдаст им бесплатные лицензии на Office 365 для установки на домашних компьютерах. Условия подписки на 2019 год следующие. То есть воспользоваться данным предложением могут органы управления образованием, общеобразовательные учреждения, учреждения дошкольного, среднего образования и дополнительного образования детей и учителей. То есть, в принципе, полный спектр учреждений здесь охватывается. Количество персональных компьютеров, как и в предыдущий год соглашения, это важный момент, что в соглашении указывается весь парк ПК, и если, допустим, учреждение указывает не все компьютеры, то это может привести к признанию соглашения недействительным. То есть это важный момент, на который нужно обращать внимание. И последнее, что, как и во всех корпоративных соглашениях, доступна только версия на апгрейд операционной системы, то есть необходимо наличие базовой операционной системы. Ну и повторяюсь, тут надо помнить, что если были какие-то компьютеры, которые были куплены до 2011 года, то на них действует так называемая амнистия. В состав продуктов по первой помощи входит базовый пакет. Это такая неделимая единица, которая вся включает апгрейд операционной системы до
ну, в принципе, до любой версии, которая потребуется учреждением. Но, как я говорил, что наиболее логичным видится использование Windows Education, поскольку это наиболее полная версия операционки, притом с дополнительными функциями для образовательных учреждений. Также туда входит пакет Office Professional Plus и набор клиентских лицензий к различным серверам, которые также могут использоваться в учреждении. Все остальное может приобретаться в качестве дополнительных продуктов уже по количеству, которое непосредственно нужно учреждению, а не на весь парк ПК. Ну и туда, в общем-то, входят все оставшиеся продукты Microsoft, которые могут потребоваться для построения инфраструктуры, либо каких-то дополнительных возможностей, например, проектного управления, рисования блок-схем, ну и много-много другого. Хотелось кратко остановиться на типовых ошибках лицензирования. Первое – это то, что в соглашении включается только часть парка ПК. Это актуально для соглашения «Первая помощь». Как я говорил, это идет вразрез с условиями лицензионного соглашения и может повлечь за собой признание соглашения недействительным. Если учреждение лицензируется по бессрочным лицензиям, то бывает так, что не на все версии используемого программного обеспечения куплена лицензия. На персональном компьютере может отсутствовать базовая операционная система. Это актуально как для бессрочных лицензий, так и для лицензий по подписке «Первая помощь». Но здесь важно помнить, вот как я говорю, про амнистию операционных систем, которые применяются для компьютеров старше 2011 года в рамках первой помощи. Также по бессрочным лицензиям часто бывает так, что отсутствуют лицензии клиентского доступа для подключения к серверам. Очень кратко в двух словах скажу, что серверные продукты Microsoft лицензируются по следующей схеме. Приобретается отдельная лицензия на серверную операционную систему, например, Windows Server, а также необходимо приобретать лицензии клиентского доступа для всех устройств, которые к этому серверу будут обращаться. Повторяю, что для лицензий в рамках первой помощи такой проблемы не существует, поскольку комплект клиентских лицензий уже включен в базовый пакет. Так, это все, что касалось вопроса лицензирования. Как нам лучше поступить, коллеги? Как вы думаете, ответы на вопросы провести сейчас или Может быть, на некоторые подождем? вопросы ответить Ага. тогда по ходу? У нас их, в принципе, не так много. Так. Вот относительно распоряжения правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 года. Но здесь, коллеги, я хочу обратить внимание, здесь речь идет о переходе органов государственной власти, и это не касается образовательных организаций. Про образовательные организации пока речь не идет. То есть наше правительство пока не говорит о том, что школам необходимо предпринимать какие-то действия относительно того, чтобы переходить на отечественное ПО. Есть постановление правительства 1236, которое говорит о том, что если вы закупаете иностранное ПО, вам необходимо обосновать эту данную закупку. Я тоже в своем выступлении чуть позже об этом скажу. Управление образования, Алексей, по-моему, это академическое лицензирование. Так, ну вот. Нет, это академическое лицензирование. Я Это думаю, Вячеслав другое. Алексеевич спрашивает, Ну да, касается ли подходит их... управление образованием. Ну, наверное, Нужно ли... Нет, да. я думаю, Юлия, Вячеслав Алексеевич спрашивает, нужно ли управление образованием переходить на российское ПО. Вот. Ну вот я и Я думаю. правильно вас понял? Да, правильно сказал. Ну, наверное, да. Все-таки это уже управление образования. Все-таки уже... Ну, я задам этот вопрос, конечно, я затрудняюсь, в какой категории. Угу. Школы, детские сады пока речь не идет. Так, ну по поводу цен на подписки Юли в своем Я об этом выступлении. сообщу. Да, да. Так, вот смотрите, Андрей Конов спрашивает, административные компьютеры тоже должны входить в заказ? Если мы говорим про подписку «Первая помощь», то да, туда включается весь парк ПК в организации. Так.
Ну вот подведомственные органы местного самоуправления, муниципального образования. Но это опять же, оставим этот вопрос, мы тогда уже разъясним. Мгм. И вот Наталья Лукова спрашивает, при отсутствии серверов для ПК после 2011 года с лицензиями УЕМ, лицензия ОЛП не требуется? Здесь я, наверное, не допонял вопрос. Давайте еще раз, очень коротко, я постараюсь объяснить. Если в учреждении есть компьютеры, которые приобретались после 2011 года, и эти компьютеры лицензируются, неважно, по LP или по первой помощи, то на компьютере должна быть наклейка. Как правило, это OEM лицензия. Если компьютеры приобретались в свое время без какой-то предустановленной лицензии, без предустановленной операционной системы, то необходимо покупать легализацию на эти компьютеры. Неважно, приобретаются ли они дальше, лицензируются ли они дальше по OLP программе, то есть бессрочным лицензиям, либо по первой помощи. Так, ну тогда на этом я смотрю, что вопросов больше нет. Сразу скажу, что и у меня в презентации, и у Юли будут контактные данные. Если какие-то вопросы будут появляться позже, можно обращаться к нам, мы ответим на них. Теперь кратко хотелось бы рассказать про пакет продуктов и сервисов Office 365. Это как раз тот пакет, который любое учреждение может получить бесплатно. Любое образовательное учреждение может получить бесплатно. Office 365 включает в себя несколько групп продуктов. Это стандартные офисные приложения, такие как Word, Excel, PowerPoint. Это то, ну, собственно, к чему мы все привыкли. Это группа продуктов, которая включает в себя электронную почту и календари. Это Outlook, средства повышения продуктивности и средства совместной работы. Дальше вот я чуть-чуть подробнее хотел остановиться на том, что же это такое. То есть стандартное офисное приложение включает в себя Word, это работа с текстом, Excel работа с электронными таблицами, OneDrive это персональное хранилище документов и PowerPoint создание мультимедийных презентаций. Каждый из этих продуктов в рамках Office 365 подразумевает совместную работу с документами, то есть одновременную возможность работать с одним и тем же документом, с указанием, с сохранением версионности, с указанием, какие правки кем были внесены, что, в общем-то, очень удобно и упрощает работу над документами, над которыми работают несколько человек. Персональное хранилище документов позволяет всегда иметь под рукой ваши файлы, плюс имеет широкие возможности по тому, чтобы делиться этими файлами с другими людьми. Вы можете выбирать настройки приватности, кому какие файлы доступны, в каком режиме, только чтение, либо полное редактирование. Вы все это выбираете самостоятельно. Вот. PowerPoint, как уже говорилось, это создание мультимедийных презентаций, которые могут быть использованы для уроков как учителями, так и учениками. То есть сейчас уже во многих учреждениях, я знаю, ученики показывают результат своих работ по некоторым из предметов именно в рамках презентации, которые они рассказывают перед всем классом. Ну и в некоторых школах есть такая практика, что наиболее удачные презентации потом выносятся в выступление, может быть, в свою параллель, либо в школу в целом. Электронная почта и календари. Это все, что касается продукта Microsoft Outlook, и данное решение позволяет организовать как внутрикорпоративную почту, так и систему, так и базу персональных контактов, также персональные и общие календари, которые часто бывают жизненно необходимы для удобного составления каких-то совместных мероприятий, для планирования каких-то совместных мероприятий. А также эти продукты позволяют создавать, назначать задачи как своим коллегам, так и ученикам, например, и отслеживать в этих продуктах выполнение этих задач.
К средствам повышения продуктивности мы относим такие продукты, как OneNote, Forms, SharePoint, Sway, ну и еще ряд продуктов. Основное назначение их в рамках учебного учреждения – это, как они могут использоваться, это назначение, проверка домашних заданий, общих или персональных. Это касается как раз продукта OneNote, который для образовательных учреждений получил специальную редакцию OneNote Classroom и позволяет учителю централизованно работать с классом, часть заданий выдавать им индивидуально, часть заданий выдавать в каком-то общем формате. Также этот продукт организует общую записную книжку, в которой могут общаться весь класс, и индивидуальные записные книжки, в которых общаются учитель и ученики. Microsoft Forms – это продукт, который позволяет организовать опросы, и что самое полезное и интересное в нем – это ответы на данные вопросы. Далее можно автоматически из них сформировать электронную таблицу Excel, которую можно дальше использовать, допустим, для заполнения каких-то отчетностей в органы управления образованием. Тем самым сильно снижая временные затраты на сбор какой-то аналитики, сбор каких-то данных и дальнейшее оформление их в виде отчетов. Средства совместной работы – это SharePoint, Teams и Skype for Business. SharePoint – это внутри корпоративный портал, то есть такой сайт, который работает внутри организации и который может служить некой такой внутренней доской объявлений, новостным агрегатором и хранилищем общей нормативной документации учреждения. Соответственно, SharePoint позволяет создавать отдельные группы, отдельные папки как для конкретных классов, конкретных, может быть, параллелей, так и для школы в целом. Microsoft Teams – это самый, наверное, свежий продукт сейчас, который Microsoft внес в Office 365. Это такой единый командный центр для коллективной работы, который вся включает практически все средства, начиная от почты, продолжая неким мессенджером, который позволяет общаться как индивидуально один на один, так и в рамках групп. В рамках Teams можно организовать хранение каких-то данных для коллективной работы, для просто хранения тоже важной нормативной информации, которая тоже будет доступна только определенным группам людей. Проводить видеозвонки, аудиозвонки. То есть, в принципе, сейчас Microsoft Teams собирает в себя большинство тех функций, которые доступны также в других продуктах, просто в виде единого продукта, единой оболочки. Ну и Skype for Business – это, собственно, то решение, с помощью которого мы сейчас с вами общаемся. Это организация видеоконференций, звонков друг с другом. Фронт применения здесь очень широкий, начиная от таких вот мероприятий, как наши, продолжая, допустим, подключением детей, которые по каким-то причинам не могут сейчас находиться в классе, будь то болезнь, будь то дети с ограниченными возможностями, соответственно, позволяет более динамично организовать их присутствие виртуально в классе. Еще одна важная особенность пакета Office 365 – это его доступность с любого устройства. Всех тех приложений, про которые я сейчас говорил, они доступны как с мобильных устройств, так и с планшетов, так и с настольных устройств, будь то ноутбуки, персональные компьютеры, стационарные. Вы, заходя под своей отчетной записью, все время имеете под рукой те документы, с которыми вы работали, что зачастую может быть удобно, особенно если вы передвигаетесь в каких-то, может быть, командировках или еще что-то. Но, опять же, детям удобно выполнять какие-то домашние задания, например, даже когда у них нет под рукой доступа к компьютерам. Повторяюсь, что все эти продукты для образовательных учреждений совершенно бесплатны, вот, и запросить доступ к ним может любое образовательное учреждение.
Дальше я хотел бы рассказать про такой проект, который мы называем «Реформатика». Как я говорил, основная проблема, помимо финансовой, это то, что если даже учреждение имеет доступ к программному или аппаратному обеспечению, зачастую не всегда понятно, как и в каких сценариях его использовать, потому что производители рассказывают какие-то одни возможности, которые не всегда могут быть применимы и полезны в рамках обязательного учреждения. Опять же, в каждой стране существует некая своя национальная, может быть, юридическая подоплека, которая какие-то вещи позволяет использовать, какие-то нет. Поэтому Microsoft в этом плане решил пойти таким путем, что мы собрали наиболее заинтересованные школы, либо отдельных преподавателей, дали им возможность создавать собственные сценарии, которые они видят полезными в наших реалиях, а дальше мы позволяем им делиться, общаться, рассказывать про свой успешный опыт и тем самым создавать базу наиболее успешных сценариев. То есть целью проекта является разработка и проверка на практике новых моделей работы школы, в которых IT становится, наверное, основной частью деятельности образовательного учреждения. То есть когда большинство процессов в школе начинает строиться вокруг информационных технологий. Как я сказал, участниками могут быть как организации, так и отдельные участники учебного процесса, будь то учителя, будь то ученики, либо даже родители учеников. В общем-то, это проект открытый, и мы рады в нем приветствовать всех желающих. Что мы получаем в результате работы данного проекта? Это создание каталога апробированных сценариев с применением информационных технологий Microsoft. То есть участники проекта рассказывают про те сценарии, которые они внедрили у себя, которые они используют у себя. Наиболее успешные и интересные, на наш взгляд, сценарии мы собираем в печатные издания, которые доступны. Дальше я приведу, там слайд, будут доступны ссылки, по которым можно скачать эти издания. Либо они также у нас печатаются в бумажном виде, но это уже на каких-то конференциях мы их можем предоставлять. Помимо этого, участники проекта занимаются разработкой перспективной модели учебного процесса, насыщенного информационными технологиями. То есть фактически они стараются в рамках существующих изменений в мире модернизировать те подходы к образованию, которые сейчас существуют. Конечно, они делают все это в рамках соответствия образовательным стандартам, но поскольку их экспертиза позволяет такие вещи, собственно, проводить, то они двигаются вперед в ногу со временем, но в то же время оставаясь в русле тех нормативных документов и баз, которые существуют в России. И последнее – это профессиональное развитие учителей и продвижение их в мировое сообщество. То есть, как я сказал, что мы собираем наиболее успешные сценарии и стараемся давать авторам этих сценариев трибуну как внутри страны, так и на международных конкурсах. И что особенно ценно, последние несколько лет, когда мы приглашали российских педагогов для участия в международных конкурсах, они чаще всего завоевывали там призовые места и заслуженные награды увозили в Россию. То есть это хороший показатель того, что в России очень много светлых умов и очень много прорывных задумок, и что действительно творческий потенциал российского учителя очень высок. И на фоне своих мировых коллег они нисколько не тускнее, а зачастую даже более интересны и познавательны. Здесь я кратко описал, в общем, что входит, на наш взгляд, что мы предлагаем в рамках комплексной поддержки. Я не буду сейчас все это перечислять, поскольку презентация будет доступна, и все желающие смогут с ней ознакомиться уже отдельно. Как я сказал, мы собираем наиболее успешные, на наш взгляд, сценарии в печатные издания. На текущий момент существует уже 2 издания, которые
очень хорошо друг друга дополняют. Я не знаю, коллеги, подскажите, вот у меня просто за иконкой спряталась ссылка на скачку этих документов. Скажите, вам видно ссылку Я вижу. полностью, да? Ну, все отлично, значит. Ну, повторяюсь, если вдруг кому-то ссылку не видно, то презентация потом будет доступна, и там можно будет скачать все, что нужно. Технологическая поддержка. Как я говорил, что количество инструментов, которые доступны бесплатно для образовательных учреждений, очень большое. Сценарий их применения тоже, в общем-то, становится довольно много, и все они постоянно расширяются, их количество и дополняются. Но мы решили пойти дальше и останавливаемся максимально подробно на применении, на использовании конкретных продуктов. Соответственно, сейчас я найду соответствующую ссылку. Да. В рамках проекта «Реформатика» существуют открытые ресурсы, которые сфокусированы на отдельных решениях, будь то использование скайпа в учебном процессе, будь то подробное использование Office 365 в учебном процессе, будь то ресурсы, посвященные развитию профессиональному учителей. Здесь вот эти ссылки доступны. Ресурсы живые, постоянно пополняемые, поэтому, в общем-то, я призываю всех заинтересовавшихся ими пользоваться и вносить свою лепту тоже в данное дело. Ну, на этом, наверное, все, поскольку, повторяюсь, информации много. Вот здесь краткая информация для тех, кто хочет принять участие в проекте «Реформатика». По ссылкам, которые были в презентации, которые будут доступны, можно скачать материалы для самостоятельного изучения. Если вы посчитаете, что вам этого мало, и вы хотите, может быть, более глубоко погрузиться в этот проект, то можно написать заявку на электронный адрес k12kassa@microsoft.com, указать просто кратко какую-то информацию про себя и то, что вы хотите стать участником проекта, и вам будут предоставлены все необходимые данные для того, чтобы более плотно начать работать со всеми этими материалами и возможность демонстрации своих сценариев. Коллеги, на этом все. Здесь моя электронная почта. Повторяю, если какие-то будут вопросы, можете писать мне. Также через Вячеслава Алексеевича я потом презентацию еще предоставлю, либо сам могу ее разослать всем желающим. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Да, коллеги, здравствуйте. Я, наверное, начну с того, что представлюсь. Меня зовут Терентьева Юлия, я руководитель представительства компании Гэндальф в городе Санкт-Петербурге. И немного о компании. Наша компания на рынке информационных технологий уже 25 лет. Мы представлены в 15 городах России на сегодняшний день, в том числе в городе Санкт-Петербурге, где я физически нахожусь.
У нас одно из интересных направлений, с которым мы уже работаем 10 лет, это сфера образования. Работа с детскими садами, работа со школами, поставка программного обеспечения и компьютерного интерактивного оборудования, и все, собственно, что необходимо для образовательной деятельности. В Северо-Западном федеральном округе, где, собственно, находится Республика Коми, мы работаем со следующими регионами. Это Санкт-Петербург. Здесь мы уже 6 лет и занимаем примерно 90% рынка по поставке программного обеспечения. Работаем со школами Ленинградской области, с Республикой Карелия, с Великим Новгородом. И с 2018 года мы сотрудничаем с вашим регионом. Я полагаю, что вы все знаете о том, что в начале 2018 года мы в результате победы в электронном аукционе на поставку лицензии Microsoft поставили программное обеспечение во все образовательные учреждения Республики Коми. Тендер был подготовлен на региональный центр оценки качества образования. Соглашения мы заключали на них. Там было большое количество лицензий, куда включались все школы каждого из муниципалитетов. И вам должны были направить ключи в начале года, которые вы должны были использовать в течение этого года по мере необходимости. Но учитывая, что в этом году на 2019 год продления централизованного соглашения, как это произошло в этом году, не будет, мне хотелось бы донести, даже рассказать, наверное, какие практики есть, существуют, и как в дальнейшем построить работу муниципалитетам и школам и продлить вовремя программное обеспечение. Я бы хотела еще немножечко остановиться. Я буквально перед нашей с вами встречей подготовила этот слайд в связи с обращением одной из школ из города Усинска. Я поняла, что у школы не было никакого понимания, откуда вообще вот эта информация о том, что необходимо продлевать соглашение, вообще появилась. Алексей уже в своем выступлении говорил о том, что да, в 2007-2010 годах был федеральный проект «Первая помощь», в рамках которого между Федеральным агентством по образованию Российской Федерации и компанией Microsoft было заключено соглашение, в рамках которого компания Microsoft полностью обеспечила все российские школы программными продуктами. Соответственно, в 2010 году срок действия этих соглашений истек, и школам, учитывая, что они это программное обеспечение получили, необходимо было принимать решение, каким образом либо продлевать это программное обеспечение, выбирать варианты лицензирования, либо приобретать бессрочные, либо на тот момент также Microsoft предлагал такую же программу продлить и в последующие годы. И вот в 2011-2018 годах модели заключения соглашений в разных регионах был, в общем-то, разный. Если, например, как пример привести Санкт-Петербург, то в 2011 году было централизованное соглашение на Санкт-Петербург, а уже с 2012 года закупкой начали заниматься самостоятельно каждая школа. Вот с 2012 года они продлевают, но тут есть такая интересная у нас работа построена, по-моему, уникальна по всей России. Это как совместные торги. То есть каждая школа, они в рамках 44-го федерального закона там составляют планы, графики, и потом в начале года объединяют единую закупку и на те лицензии, которые им необходимы, и проводят эту закупку. Такую некую централизацию сделали. Там, если взять Ленинскую область, там тоже, по-моему, было один раз централизованное соглашение, а в дальнейшем каждая школа принимала решение самостоятельно, как им продлевать эти лицензии. Вот. И, собственно, сейчас перед вами тоже стоит такая ситуация, что необходимо после того, как ранее было централизованное соглашение и нет какого-то понимания полного, что дальше делать, да, что за программы есть, чем пользовались. Вот, как пример, да, мне сегодня представитель школы сказал о том, что он использовал ключи, полученные в рамках заключенного соглашения, по-моему, в 2014 или 2012 году, когда это тоже было, видимо, в Республике Коми. Вот, опять же, это неправильно. Возможно, не было информации, откуда была ошибка. Алексей тоже проговорил, какие ошибки лицензирования бывают, но тут хотелось бы как раз это максимально подробно сейчас донести.
Вот, то есть то, что было ранее, те поставки лицензий, которые были ранее в 7-10 и с 11 по 18, соответственно, то программное обеспечение необходимо на 2019 год продлевать, если мы говорим про подписки. Вот, какие условия мы предлагаем на 2019 год? Условия уже известны, размещение соглашений на 2019 год тоже уже доступно, то есть сейчас уже школы обращаются, заключают новые договора, и, соответственно, они в 2019 году уже будут иметь право использовать то программное обеспечение, которое у них установлено. Мы предлагаем следующее решение. Если, во-первых, знаете, еще хотела бы тут остановиться на том, какие продукты вы получите. Алексей говорил о том, что да, есть базовый пакет, который включает в себя, подписка сама, первая помощь, представляет собой поставку базовых пакетов лицензий на самое необходимое программное обеспечение, а это операционная система Windows и Office профессиональный, плюс клиентские лицензии. Какие продукты вам будут доступны в рамках этого базового пакета? У вас будет право, то есть вы получите доступ в личный кабинет, и я дополнительно еще скажу, в каком виде мы это передадим. Ключи для возможности и дистрибутивы для возможности установки Windows 10 Educational, Windows 8.1 Professional, Windows 7 Professional. То есть все эти продукты, они будут вам доступны. В зависимости, тоже можете уже выбирать, в зависимости от вашей техники, от состояния вашей техники. Безусловно, конечно, преимущества в использовании самых последней версии, они очевидны. И также Office Профессиональный Плюс вам будут доступны в личном кабинете Office Professional Plus 2010, 2013, 2016. И вот с 1 октября вышел продукт Office 2019. Там, безусловно, в нем очень интересно, много добавлено фишек. Я вот тоже уже лично попробовала. Продукт, который стоит того, чтобы начать им пользоваться. Все эти дистрибутивы и ключи будут вам доступны в личном кабинете, и вы при заключении соглашения сможете установить на весь свой парк машин. Стоимость одного базового пакета, то есть на один компьютер, будет составлять 560 рублей. Это в том случае, если мы получим заказ от образовательного учреждения напрямую. Еще одним условием, если школа к нам обращается, минимальный заказ для заключения отдельного соглашения будет являться 17 штук. Это вот то количество, при котором мы можем разместить, и это вообще возможность такая представляется, разместить соглашение единое на отдельную школу. В этом случае, да, если мы заключаем договор с отдельной школой, при условии, что соблюдается количество определенное, оплату производит, соответственно, отдельная школа, и срок действия 1 календарный год. Но что бы я хотела предложить для вашего региона, что, наверное, бы было наиболее таким оптимальным вариантом сотрудничества, это возможность получения заявок от управления образования для всех подведомственных образовательных учреждений. В этом случае мы готовы предоставить скидку. Скидка значительная. В этом случае стоимость базового пакета на 2019 год будет составлять 495 рублей. С чем это связано? Это связано с тем, что в данном случае мы сможем заключить единое соглашение на все подведомственные образовательные организации. Это очень упрощает логистику в части размещения соглашений нашему дистрибьютору, да, и предоставления лицензий. То есть в этом случае будет единый личный кабинет, и ключи и дистрибутивы будут доступны из одного личного кабинета для всех школ. Но обращаю ваше внимание, в этом случае все равно все документы на оплату, договора, счета, в дальнейшем закрывающие акты мы готовим на образовательное учреждение в рамках 44-го ФЗ, то есть с соблюдением всех процедур, которые сейчас требуются. То есть даже независимо от того, что мы получаем заявку от управления образования, оплата будет и заключение договора с каждым отдельным образовательным учреждением. Здесь, опять же, обращаю внимание, здесь упрощается логистика размещения соглашения. И это значительно быстрее позволит нам предоставить вам лицензии, именно поэтому мы готовы вам предоставить такую скидку. Как выполняется поставка лицензий? Это не физический товар. Да, что такое лицензия? Это не исключительное право на использование программного обеспечения. В каком виде вы его получите? На электронный адрес, к которому мы привязываем соглашение. То есть мы, когда заключаем договор, обсуждаем, к какому электронному адресу нам привязать
ваше соглашение. И вот на этот электронный адрес, после того, как мы размещаем заказ, приходит письмо, уведомление, в котором указано название организации, на которой размещен заказ, номер соглашения, та спецификация, которая должна соответствовать договорам. Да, это в случае, если мы заключаем на отдельную школу. В случае, если соглашение будет единым на управление образования, например, или на какую-то отдельную школу, это тоже допустимо. То есть мы размещаем на отдельную школу, а другие школы, которые в муниципалитете есть, они также будут участвовать в соглашении. В этом случае письмо приходит на ту школу, на которую размещено это соглашение, и у вас будет единый личный кабинет. Для того, чтобы попасть в личный кабинет и получить доступ к дистрибутивам и ключам, необходимо пройти регистрацию. Вот тут есть ссылочка у меня выделена на слайде. Пройти регистрацию, заполнить данные, и вы уже попадаете в личный кабинет, к которому в дальнейшем также можно привязывать там последующее соглашение и увидеть новые лицензии у себя. Мы, понимая, что уже большой опыт работы со школами у нас и с детскими садами, которые также заключают данное соглашение, мы постарались несколько так упростить, наверное, такую работу. Не всегда у школ или у детских садов есть компетентные системные администраторы, которые могут зайти в личный кабинет, там, выбрать тот нужный дистрибутив, который есть, конечно, свои тонкости, да, скачать нужный дистрибутив, там, поскольку предоставлено там очень много дистрибутивов разных. Мы разработали такой вот файлик, который у вас перед глазами на слайде, где мы указываем, какие продукты вам доступны, выгружаем для вас ключи. И у нас выгружены дистрибутивы тоже последних продуктов на файлообменнике, которые вот по ссылочкам вы можете их скачать. Это, соответственно, когда вы получаете такой вот файлик, тут немножечко проще. Да? Не нужно заходить в личный кабинет, регистрироваться. И тут, наверное, проще. Особенно для, наверное, детских садов, у которых часто бывают сложности со входом в личный кабинет. Это уже исходя из опыта. Что еще дополнительно мы к этим ключам предоставляем? Мы предоставляем набор инструкций и письма разъяснения по базовым лицензиям, как правильно, вообще разъяснение, какие документы являются подтверждающими, например, для проверяющих организаций. Также здесь инструкция по активации установки Office 365, то, про что рассказывал Алексей, для того, чтобы вы могли предоставить лицензии вашим ученикам и педагогам, и что даст возможность использовать Office на домашних компьютерах. Вот. Ну и еще будут ряд инструкций. Я думаю, что мы на 2019 год еще добавим инструкцию по установке Office 2019. Там есть несколько по-другому происходит система установки, но мы уже выгрузили дистрибутив. Он уже есть готовый, и мы тоже в этот комплект инструкций тоже добавим при предоставлении ключей, мы это сделаем. Так, чем подтвердить для проверяющих организаций наличие базового пакета? Как я сказала, это не физический товар, да, это не лицензия, как раньше, может быть, когда предоставлялись лицензии физические, где написано что-то про организацию. Здесь немножечко сложнее происходит поставка, здесь все в электронном виде. Но, учитывая, что это не исключительные права, которые передаются организации, самым главным подтверждением будет являться сублицензионный договор, либо это контракт, либо договор, он там по-разному может называться, как уже мы согласуем, между заказчиком и авторизованным партнером Microsoft. И плюс документы, подтверждающие оплату лицензии. Ну, в данном случае акт на передачу прав. То есть тот договор, который будет заключен между нами и школой, или детским садом, колледжем, лицеем, неважно, и акт, подтверждающий, что права были переданы школе, эти документы являются как раз подтверждением для проверяющих организаций. Так, вот, собственно, про Microsoft на этом я завершу. Если у вас сейчас будут какие-то вопросы, я в конце отвечу, можете написать в чат. Еще дополнительно хотела бы обратить ваше внимание на специальное предложение по антивирусным программным продуктам.
лаборатория Касперского и доктор Веб, они предоставляют также специальные условия на приобретение своих продуктов, а также по необходимости приобретать контентную фильтрацию в соответствии с постановлением федеральным законом 436 о защите детей от информации. Также через нас вы эти продукты можете приобрести. Коммерческие предложения мы свои уже направляли в адрес школ, поэтому вместе с базовыми пакетами вы можете эти продукты также приобретать. Еще один бонус такой от нас, такая некая помощь для школ и детских садов. В следующем заключается. На слайде вы видите адрес нашего сайта cr-obr.ru. Это сайт, который мы специально разработали для образовательных организаций. И там, соответственно, только те продукты, которые могут приобретать школы, детские сады, колледжи, лицеи. И более того, все лицензии, которые вы приобретаете и получаете от компании Гэндальф, будут доступны вам на нашем сайте. Как это выглядит? Вот таким образом выглядит наш сайт. Вы на него заходите, проходите регистрацию, указываете название организации, ННН, электронный адрес, и вы попадаете в личный кабинет, где вам доступны те лицензии, которые мы вам отправляли в течение, вот начиная уже, вот одна тестовая школа у меня, вот видите, лицензии за 2016-17 год, 17-18, то есть здесь лицензии, которые приобретались в каком-то определенном учебном году. Вот, если вдруг вы почистили почту электронную, да, или потеряли, или кто-то там из системных администраторов там на свою почту получал, у вас есть возможность зайти на наш сайт, зарегистрироваться, получить доступ. Здесь идентификация происходит только исключительно по ННН организации, поскольку лицензии привязаны к школе, с проверкой, с подтверждением через электронную почту школы. В этом случае вы получаете лицензии, можете достать свои лицензии и, если нужно, воспользоваться. Так, сейчас, хорошо, я тут вот завершу буквально и ответим. Так, по поводу сотрудничества с нами, как мы вообще в целом работаем. Безусловно, мы работаем в рамках 44-го федерального закона. Если заключается договор как у единственного поставщика, в этом случае мы получаем от вас заявку, заключаем договор, оказываем поставку, готовим документы на оплату и, соответственно, получаем от вас оплату. Если это электронный аукцион либо запрос котировок, в этом случае мы помогаем в подборе необходимого программного обеспечения или оборудования, оказываем помощь в подготовке технического задания. При необходимости участвуем в тендерах на всех имеющихся электронных площадках, потому что на разных площадках происходит сейчас, играются сейчас тендеры. И, соответственно, в случае победы выполняем уже в соответствии с условиями контракта без задержек. Несколько фактов на слайде представлены, почему те школы, которые с нами работают, выбирают нас. Мы на рынке IT-услуг уже 25 лет, 10 лет мы работаем с образовательными организациями, более 5000 школ уже работают с нами ежегодно. Скидки для образовательных учреждений на программное обеспечение они достигают до 80%. Мы оказываем квалифицированную помощь специалистов по бесплатному номеру. Здесь хотела бы обратить внимание, что в ближайшее время для Республики Коми мы предоставим бесплатный номер, по которому вы можете звонить нам, не тратя на междугородную связь средства. Также мы помогаем составлять технические задания и коммерческие предложения для формирования начальной максимальной цены контракта. И оказываем помощь в составлении обоснования закупки иностранного программного обеспечения в соответствии с постановлением 1236. Это вот возвращаясь к разговору о том, что требуется обоснование для того, чтобы закупить иностранное программное обеспечение, да, если мы сейчас говорим о Microsoft. То есть такое обоснование у нас составлено, согласно этому постановлению, мы также можем вам с этим помочь. Здесь наши контакты, по которым вы можете обратиться к нам и получить заявку.
и со своей заявкой либо по телефону, либо по электронной почте. Здесь опять же обращаю внимание, что у нас вот в ближайшее время появится телефон, по которому вы сможете звонить нам бесплатно. Об этом я тоже сообщу дополнительно, и вы не будете тратиться на междугороднюю связь. Так, ну на этом у меня все. А сейчас мы тогда ответим на ваши вопросы. Так, разъясните, пожалуйста, для компьютеров до 2011 года документы по лицензии первичным не требуются, а для остальных ОЕМ или другие типы лицензий нужно подтвердить. Да, для компьютеров до 2011 года, Алексей? Да, я тут, коллеги, ну, очень кратко еще раз повторяю, что вот эта так называемая амнистия, она применима только если у школы есть подписка «Первая помощь», то есть для бессрочных лицензий, к бессрочным лицензиям она никакого отношения не имеет. И если я правильно понял вопрос, то есть, Юля, у вас же есть это письмо, которое... Да, вот я как раз показывала, где мы рассылаем файлик с ключами, и там инструкция разъяснения. Там как раз есть письмо от Microsoft официальное, да, если, допустим, у Да. прокуратуры возникнет вопрос, а с чего вдруг у вас до 2011 нет? Ну, как бы все мы люди, и просто физически кто-то из представителей там, той же прокуратуры может этой тонкости не знать. И вот в этом комплекте документов есть это письмо, которое говорит о том, что в 2010 году компания Microsoft обеспечила всех образовательные организации Windows 7 на тот момент, да, по-моему, когда только вышло. Вот, поэтому даже сейчас, если нет наклеек, то там подтверждение не нужно. Наклеек не нужно. Да, а на остальных должны быть ОЕМ. Да, на остальных должна их быть... подтвердить, вот тоже, я так понимаю, чем подтвердить на остальных? Ну, по-моему, если с 2011 года там, наверное, на всех ноутбуках были наклейки, там же еще не было активации ОЕМ 3.0. Да. Вот, ну вот, Алексей, если про активацию ОЕМ 3.0 ты тоже проговори, такой важный момент. Коллеги, да, давайте я постараюсь коротко вот по этому вопросу пройтись. Если будут вопросы, тогда задавайте тут же в чат, если я что-то не дорассказал. Что из себя представляет ОЕМ? ОЕМ – это лицензия, которая поставляется с компьютером. И здесь два важных момента. До последнего времени это была исключительно наклейка на корпусе, на которой был указан наименование операционной системы и часто лицензионный номер. Второй важный момент – это то, что эта лицензия должна быть прописана в конфигурации компьютера, который вы покупаете. То есть в тех документах, которые были вместе с компьютером, должно быть указано. Обычно это самые последние буквы, где указано наименование операционной системы, которая входит в конфигурацию компьютера. Соответственно, подтверждается... Эти ОЕМы, которые были с наклейкой, они подтверждаются наличием наклейки плюс бухгалтерскими документами на компьютер, в которых эта тоже строчка должна обязательно фигурировать. Некоторое время назад с появлением Windows 10, по-моему, раньше, мне кажется, этого не было, появилась еще такая история, как активация ОЕМ 3.0. Это такой тип ОЕМ поставки, по которому нет наклеек и по которому, в принципе, вообще нет никаких опознавательных знаков на корпусе. Остается только строчка в конфигурации компьютера, но важный момент, что такой тип лицензии могут поставлять только международные сборщики, например, Acer, Asus, Lenovo. То есть, если у вас компьютер вот какой-то брендовый, как это называется, и в конфигурации написано, что поставка идет с операционной системы, и там эта строчка в документах есть, но наклейки нет, то это нормально. Если мы говорим про какие-то компьютеры локальной сборки, то на них для подтверждения ОЕМ обязательно должна быть наклейка на корпусе. Наталья, я правильно на ваш вопрос ответил? Или... Алексей, а вот в том случае, если ОЕМ 3.0, то подтверждается наличием документов, да? Да, только документы, и этого достаточно. Смотрите, коллеги, еще один важный момент, может быть, чуть-чуть там не в тему вот конкретно нашего сегодняшнего. Про ОЕМ 3.0 сейчас проговорю. Вот это же письмо про разъяснение про ОЕМ 3.0, оно тоже вот есть в том пакете документов, которые мы отправляем вместе с лицензиями. Да, Алексей. Так, давайте я сейчас закончу с ОЕМ, а потом вот еще второй вопрос посмотрю.
В последнее время участились случаи, когда поставляются контрафактные наклейки, Мгм. то есть непонятно откуда они берутся, где-то закупаются совершенно по дешевке, но проблема в том, что это контрафакт, и в случае любой проверки прокуратура выявляет это нарушение, и дальше, соответственно, следуют соответствующие последствия, да, ну, в частности, даже нецелевая растрата денег. А как учреждению перестраховаться от этого, поскольку не всегда визуально можно понять, что здесь какая-то проблема. В моей презентации был электронный адрес, и если вы понимаете, что у вас есть какие-то подозрения на то, что могут быть контрафактные наклейки, можно просто прислать мне на почту запрос с номерами этих лицензий. Я передам их в соответствующую группу у нас внутри в корпорации, и обычно они там в течение 1-2 дней готовят официальный ответ о том, что являются ли данные наклейки, данные ключи легальными для территории России, либо это какой-то контрафакт. Соответственно, дальше с этим письмом, если выявляется факт нарушения, вы просто идете к вашему поставщику и предъявляете ему несоответствие и требуете от них устранить данное несоответствие. Алексей, я бы, наверное, еще хотела обратить внимание, учитывая, что вот я тоже в последнее время часто сталкиваюсь с этими письмами, где там стоимость операционной системы бессрочной указывают, там, ну, грубо, 1000, 2000 или даже 3000, то вы Мгм. должны понимать уже, там, вас это должно насторожить. Ну, это неправда, это письма такие очень подозрительные, на которые не стоит обращать внимание, и за лицензией обращаться только к проверенным торговым посредникам. Да, но если у вас остаются все равно сомнения при поставке, ну вот можете Потому что писать в я Microsoft, да. сталкивалась, и Мгм. школы говорили о том, что приходят такие письма, и, естественно, да, если мы с этим вопросом не сталкиваемся, школа с вопросами лицензирования раньше не сталкивалась, и увидит такое письмо, они могут принять это, конечно, за, там, ну, за действительность, не понимая, да, рыночные цены, реальные рыночные цены на продукты. Вот, поэтому лучше, конечно, перепроверять всю эту информацию у проверенных, ну, Мгм. которые партнеров, Проверенных торговых да, партнеров. проверенных торговых партнеров. Да, тут, к сожалению, Да. так. Коллеги, вот от управления образованием Печоры поступил вопрос относительно легализации. Смотрите, если обязательная организация в текущем году приобретает ПК без операционной системы, то есть пустой, то да, для этого компьютера в любом случае требуется купить легализацию. То есть по всем корпоративным программам поставляется только апгрейд, который требует наличия какой-то базовой операционной системы. Если компьютер куплен пустой, то в качестве базовой операционки выступает только легализация. А легализация – это предложение исключительно для образования, и там, ну, помимо этого никаких дополнительных скидок там уже не предусматривается. Но ответ такой, что да, если компьютер пустой и он куплен после, ну, начиная с 2011 года, то для него необходимо приобретать легализацию. Да, но это не базовый пакет, да. Легализация, пакет легализации – это, ну, совершенно другая лицензия. Это не базовый пакет, чтобы было понимание. То есть дополнительно к базовому пакету приобретается еще лицензия базовая, она бессрочная. То есть вы ее однократно приобретаете, она будет действовать постоянно. В дальнейшем потребуется приобретать только, продлевать только базовый пакет, где есть возможность базовую лицензию переустановить на, ну, цена порядка 8000 рублей. Ну, тоже как рекомендацию могу сказать, что приобретение компьютера вместе с предустановленной операционной системой ОЕМ, она будет для школы выгоднее. Да, да, лучше приобретать компьютеры с предустановленными операционными системами. Это действительно будет для вас выгоднее, чем в дальнейшем отдельно приобретать легализацию. Такая вот. Так,
Так, еще, возможно, какие-то вопросы. Мы еще, вот я недоответила на вопрос относительно распоряжения. Так. Распоряжение, где наше правительство обязывает государственные власти переходить, разработать программу по переходу на отечественное офисное программное обеспечение. Вот. Здесь нужно обратиться к законодательству, где прописано, что такое органы местного самоуправления и какие организации являются подведомственными. Ну вот я сейчас тут быстро пробежалась, посмотрела. Образовательные организации туда не входят. Это могут быть там государственное бюджетное учреждение, там, государственное казенное учреждение, но не образовательное. То есть в этом постановлении пока не говорится о том, что образовательные организации должны переходить. Но это, с точки зрения там, экономической, это сейчас вообще не выгодно, потому что, если там про мой офис говорить, сейчас, конечно, все это очень недоработано, и говорить о том, что сейчас есть на рынке, и сравнивать с теми предложениями, которые есть в компании Microsoft, и теми вообще программами лицензирования, которые Microsoft предоставляет. Вот насчет управления образования, да, я этот момент уточню, потому что вот вроде под первую помощь это подходит, а вот я еще уточню, ладно, буквально там посоветоваться мне надо. Тоже там ведь по-разному бывает. Управление образования в зависимости, скорее, наверное, подходит как подведомственные органу местного управления. Скорее, да. Вот. Такие, в общем-то, дела. Поэтому относительно продления соглашений на 2019 год, я бы, конечно, вот, если присутствуют на нашей встрече представители управления образований, то все-таки собрать заявки со своих школ, предоставить эти заявки нам с тем количеством программных продуктов, которые необходимы школам. Соответственно, школы тоже должны понимать, что, рассчитать, да, свой бюджет, и понимать, что даже если они дают свою заявку в управление образования, в дальнейшем заплатить за эти лицензии необходимо самой школе. Вот, просто с точки зрения немножечко логистики упростить эту процедуру, собрать эти заявки, прислать нам, а мы уже со своей стороны подготовим договора на все образовательные учреждения. И потом разошлем лицензии и, соответственно, документы на оплату. Вот, да, я тоже вот думала, что управление образованием является органом местного самоуправления. Да, скорее, да. Здесь опять же связано с тем, что все-таки для органов госвласти там цены на программное обеспечение Microsoft, они значительно выше, чем для образовательных организаций, может быть, наше правительство. Из этих соображений. А для образования, конечно, условия, они беспрецедентные, и пока лучших, наверное, в принципе и нет. Не в принципе, а их нет. Правильно, Алексей? Да, совершенно верно. Тем более, учитывая то, что если еще Office 365 развернуть и предоставить, получить лицензии на офисы и для педагогов и учеников. Сложно сказать, тут уже по поводу сложностей с переходом тоже очень много. Насколько мне известно, есть сложности, чтобы установить Linux, там развернуть, нужно прям, не так все просто. Коллеги, маленький комментарий по поводу Linux. То есть относительно, мнений очень много. Я сейчас не буду касаться вопросов реестра отечественного ПО или не реестра, а просто Linux как такового. То есть понятно, что операционная система в разных ее видах на рынке довольно давно, но вот как показывает практика, вся эта история работает, если в учреждении есть человек, который продвигает, поддерживает Linux.
И те случаи, когда Linux действительно используется, они, вот, ну, по моему опыту, работают до тех пор, пока этот человек находится в организации. Дальше поддерживать его становится гораздо сложнее. Так, а я еще раз относительно дочитала вопрос, относительно того, что прокуратура может перевернуть, что типа подведомственные управлению образованием могут вдруг попасть. Ну, здесь прям нужно запросить разъяснение, но там же говорится органы управления, органы местного самоуправления и подведомственные им. Администрации являются подведомственными, не знаю. Но запрошу у юристов разъяснение, но, по-моему, речь об образовательных организациях, она не идет. Так, коллеги, у вас, если еще есть вопросы относительно нашей сегодняшней темы? Если нет, то запись вебинара, Вячеслав Алексеевич, вы выложите ее на ваш ресурс, правильно? Мгм. Да. Вот. Да, коллеги, вот здесь да, еще мой мобильный. Угу. Ну, отлично. Отлично, да. Да, ну, со своей стороны тоже хочу обратить ваше внимание, что мы в течение, да, я, наверное, не сказала о том, какую поддержку мы оказываем. Если потребуется в дальнейшем обучающие вебинары по продуктам, то мы также готовы их организовать вместе с Клиро, для того, чтобы вам было понятно, что вы получили, какие лицензии вам доступны, и чтобы вы использовали по максимуму те возможности, которые вам предоставляются. Как показывает практика, не до конца организации образовательные это понимают. Вот, возможностей очень много, продукты классные, и просто, ну, если мы хотим, чтобы наше образование действительно переходило на другой уровень, то нужно использовать современные технологии, которые действительно будут повышать качество образования и сделают наше образование конкурентоспособным вообще на рынке. Да, поэтому всем спасибо. Да, Всего коллеги, хорошего. спасибо. До свидания.